Уважаемые читатели, любители живописи, сегодня мы познакомим вас с творчеством художника, фамилия которого известна всем жителям республики и за ее пределами. Его фамилия Домашников. Отец этого художника – народный художник СССР, академик Российской академии художеств Борис Домашников. И в данном случае очень актуально звучит поговорка «Яблочко от яблони недалеко падает». Итак, Виктор Борисович Домашников представляет в картинной галерее Башкирской республиканской библиотеки для слепых выставку своих картин. Мы назвали эту экспозицию так: «Виктор Домашников. Служу красоте». В отличие от своего легендарного отца, создававшего в основном пейзажи, сын пробует себя в разных жанрах. Кроме пейзажей, он пишет портреты, натюрморты, тематические композиции. Его любимые цвета – лиловый и фиолетовый. Автор использует их в полной мере, особенно при написании пейзажей, к которым неравнодушен. Домашников много путешествует по России и по Башкортостану. Часто выезжает на этюды в красивейшие места республики – на Инзер, Сим, и возвращается оттуда одухотворенный, полный впечатлений, с заделом для новых пейзажей. Картины «Золотой венец гор», «Оранжевые ели», «Река Инзер», «Дорога в Красный Ключ» отличаются особым колоритом, эмоциональной окрашенностью и выверенностью деталей. Особняком в творчестве Домашникова стоят этюды из парижской серии. Несколько лет назад он проходил стажировку в Париже. Поездка во Францию привнесла в его работу новый импульс. Часть из этих работ написана в духе импрессионистов, но большинство в привычной для художника реалистичной манере. Завораживающие пейзажи будто создавались для того, чтобы окутывать зрителя. Воздушность, нарочитая незаконченность, пастельные тона и поразительная духовность. С работами Виктора Домашникова уже знакомы за рубежом. В Арабских Эмиратах, Китае, Вьетнаме частные коллекционеры собирают его полотна с удовольствием. Произведения художника живут во Франции, Нидерландах и США. Виктор Домашников – постоянный участник республиканских, всероссийских и международных выставок. Состоялось уже более 30 его персональных выставок, крупных и камерных. С 1990 года он член Союза художников России. С 1996 года член Международной федерации художников ЮНЕСКО. Для Виктора Домашникова в любом жанре, в любой теме главным средством изображения является живопись. Цвет, свет, тональные градации, коллизии и гармонии цветовых пятен, экспрессия мазка. В наши суетные дни он остается верным своему призванию, несет в мир духовность, религиозность, праведность. Вообще видеть окружающий мир глазами художника удивительно. Особенно, когда ты понимаешь, что именно посредством картин он делится с тобой своими чувствами и переживаниями. В одном из своих интервью Виктор Домашников высказал свое творческое кредо: «В мире я стараюсь видеть красоту. Это мой стержень. К ней и стремлюсь. Ей служу». Мы записали беседу с живописцем, в которой он поделился со слушателями некоторыми эпизодами своей биографии, рассказал, почему стал художником и какое влияние на его манеру рисовать оказало творчество отца. Вы будете смотреть на картины и слушать. Выставка произведений Виктора Домашникова, безусловно, не оставит вас равнодушными, потому что каждый из ценителей живописи, пришедший посмотреть его работы, непременно отыщет здесь то, что его обязательно зацепит, заставит задуматься и помечтать. Здравствуйте, Виктор Борисович. Здравствуйте. Нам очень приятно видеть вас в Башкирской республиканской специальной библиотеке. Вы подарили нам возможность познакомиться с вашими работами, с частью ваших работ. Экспозиция начала работать с 1 октября. И мы пригласили вас для того, чтобы наши читатели, посетители сайта библиотеки могли узнать побольше об авторе таких замечательных работ. Традиционно я хочу начать с того, где вы родились, когда, почему вы выбрали вот это направление, где учились. Пожалуйста.
Я родился 6 марта 1956 года вот, в городе Уфе, в семье художника. До поступления в университет было уже какое-то стремление порисовать? Было, конечно. С самого раннего детства? Вот как произошло мое становление художника. Вспоминается, наша семья жила около стадиона «Труд». У папы была мастерская в одной из комнат. Мне было 3 года, и когда никого не было, я бродил по квартире, зашел в папину комнату. Я увидел его розовые, лиловые, голубые березы. Сразу понял, что в этой картине что-то не хватает. Стержня нет. Я макнул в коричневую краску, как выяснилось, в умбру ленинградскую, и провел кистью посредине вертикальную полосу. Так мне казалось, будет лучше. И довольный, я пошел бродить по комнатам. Папа пожурил меня, записал холст, убрал мое 3-летнее видение. Когда вот какая-то тяга появилась? Мы с папой ездили на этюды на его родину, вот, в 7 классе. И, то есть вы четко этот период запомнили, да? Да, ну, в 7 классе. Сначала я так это не умел, а потом окреп и даже так по-доброму ругался с папой. Там вот так хочу, а не так, вот как ты говоришь. Все. Но он, то есть, давал какие-то рекомендации, советы, да? Следил за тем, что получается? Ну да, слегка следил. Как это, первый раз и сразу маслом. Сразу маслом начали? Ну да. На холсте? Нет, на картоне. На картоне, на картоне. Да? И как географ превратился все-таки в художника? Так, географ превратился в художника. То есть вы по специальности не работали? Работал. Работал? Ну как же не работал? В какой школе? Я работал в башне Пенефть, Институт геологии. То есть не учителем, а вот по Урал, золото, разведка. И ездил от Урал, золото, разведки, прииски, там, Свердловскую область. Тут уже, по-моему, поднабралось впечатлений, да? Ну вот да. За годы работы. Да. А в эти годы, когда вы не занимались профессионально, все-таки любительские были какие-то рисунки? Ну, да. Это продолжалось, да? Да. Продолжалось. Да. Я ходил в такое в любительское отделение там. Заря, да? Заря. Ну да. Да. Вот. Ну потом все-таки пошел в училище искусств. Вы вот мне предварительно говорили, что у вас около 1000 работ, да? Да. Можно ли разделить на какие-то периоды, этапы творчества какие-то? То есть работы вот этому посвященные и этими тонами выполнены, да? Есть, ну вот про парижский период мы поговорим тоже. Еще какие можно периоды выделить? Сначала я, конечно, подражал своему учителю папе. Это ясно. Это для всех художников это неизбежно. Неизбежно. У кого нет папы, те подражают своим преподавателям. Потом выработал свой почерк и писал портреты, даже в училище еще писал портреты, потому что папа писал мало портретов. Там... То есть раз отец не писал портретов, я буду писать портреты. Да, и даже под конец, когда мы работали в одной мастерской, я там ему делал подрамники, натягивал холсты, там делал вообще всю такую вот эту работу. Он уже не мог. Вот я чувствовал его взгляд. Вот как он входит в мастерскую и как посмотрит, я уже чувствую, что это хорошо или плохо. Да. То есть что выражал взгляд? Так, давайте теперь вернемся к нашей именно экспозиции. Вот из почти 1000 работ у нас представлено 33. Да. И можно сказать, что эта экспозиция тематическая, да? Как вы сформулируете принцип отбора? То есть какие вы картины сюда? Ну да, это тематическая экспозиция. Мы со своей женой Натальей выбирали там то, что связано с Уфой, связано с Башкортостаном и часть Урала еще. Тут Большого Урала. Ну да. В экспозиции 33 работы. Среди них есть такие, про которые вы бы хотели сказать, вот это вот
очень мне там далась трудно, или очень мне она вот греет до сих пор, и я хотела бы, чтобы читатели или посетители галереи именно на эти работы обратили внимание. Что-то вы можете с названиями даже, какие вот работы здесь есть? Я, например, выделяю вот этот полиптих, называется он. А, полиптих, да? Да, Вот 4. я тоже хотел о нем сказать. Угу. Фашисты не дошли до Москвы 39, 90 и там с чем-то километров. Я назвал 521 дорогой. Сначала дорога, потом грузовик, там почта, потом там лиловые ели. Причем у вас фронтовая дорога, правильно? 521. Фронтовая, да, фронтовая. Да. Казалось бы, Вот. на этих всех 4 картинах вообще война никак не видна, да? Да, да. А оно такое все мирное, нежное, такие оттенки эти. Ну вот когда прочитаешь в подписи, что это фронтовая дорога, Да. и тревожно становится. Да. И думаешь, да ведь где-то здесь следы есть. Вот, да, да, да. И вот мой дед еще без вести пропал в 43-м году. Вот. Вот. И как-то, ну, как-то связано Конечно, это перекликается, с этим. Да. Дед Даже Федор, на генетическом да, уровне. как-то вот так. Я знаю, что в вашей жизни было очень яркое такое событие, период, небольшой, но очень плодотворный для вас, да? Угу. Это пребывание в Париже. Ну да, ну да. Расскажите нашим читателям. Мы жили в Париже, был там 52 дня и написал, как оказалось, 52 этюда. Это как-то вот так. Эта атмосфера Парижа так воздействовала? То есть хотелось писать? Да. Или вы чувствовали, что время ограничено и надо успеть? В некоторые дни я совсем не писал, иногда писал и 2 этюда. Вот так. Эти этюды потом переросли в картины? Да, да, обязательно. Манера всех этих парижских работ отличается от остальных? Да, да. Как охарактеризовать? Что в них есть? Воздух Парижа, да? Скажите. Ну, воздух Парижа как? Ну, во-первых, там небо такое какое-то лиловое. Сейчас над чем работаете? Что-то есть в работе? Да. Какие сейчас вас интересуют темы, сюжеты? Пейзажи? Да, в основном пейзажи. Я пишу на церковные темы. Сейчас. Да, да. Но вы берете библейские сюжеты какие-то? Или все-таки это церковь как сооружение архитектуры? Церковь, там крестные ходы, там всякое такое, вот это. Интересно. Да. Быть художником, конечно, высота для нас недостижимая. Но, как говорил святитель Григорий Богослов в 325 году, лучше летать ниже высоко парящих орлов, чем выше мотыльков, стелющихся по земле. Работать, может, даст Бог, что-то и получится. Для меня написать холст всегда очень сложно. Будь ты первый раз держишь кисть в руке, боишься, чтобы не испортить работу, не повредить, следишь за рисунком. Но потом, слава Богу, все идет как по маслу. Сейчас обращайтесь напрямую к читателям. Уважаемые читатели, чтобы вы возрадовались все и миру, и вере, и душе, и красоте. И часть я дарю вам. Это такая маленькая часть, она, но все равно вы возьмите ее тоже. Спасибо, Виктор Борисович. Пожалуйста. Мне кажется, ваше пожелание, обращенное к читателям и к тем, кто придет и в библиотеку посмотреть на картины, кто на сайте познакомиться с картинами, почувствует вот эту вашу радость, ваше всеобъемлющее чувство к миру, к красоте, к Богу, к людям. Спасибо. До новых встреч. Спасибо. Конец аудиоэкскурсии. Запись произведена в студии звукозаписи Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых. Звукооператор Вадим Бессольцев, автор текста и диктор Галина Евдищенко.